Отдельные случаи с участием уйгуров, арестованных и заключенных в тюрьму в ходе широкомасштабных репрессий китайского правительства, начавшихся в 2017 году, теперь находятся в центре внимания рабочей группы ООН по произвольным задержаниям. В прошлом году рабочая группа ООН опубликовала 3 отчета об отдельных случаях задержания уйгуров в китайских тюрьмах и интерпретировала эти случаи с точки зрения закона и международных конвенций. В одном из таких докладов рабочая группа ООН заявила об отсутствии законных оснований для длительного задержания писателя Элкуна Рози в китайской тюрьме. В отчете указывается, что арест и задержание Элкуна Рози представляли собой произвольное задержание, в отношении него не было справедливого судебного разбирательства, дело нарушило свободу выражения мнений, а китайское правительство нарушило многие статьи Международной конвенции о правах человека. Госсекретарь США Энтони Блинкен еще раз затронул уйгурский вопрос на ежегодной церемонии вручения наград Freedom Awards, состоявшейся 9 мая в Freedom Hall. В своем выступлении Блинкен отметил, что диктаторские режимы скрывают преследования, контролируя интернет и нарушая права человека в интернете. Заявив, что одним из зловещих способов сделать это является расширение преследований за счет сбора биологической информации, Блинкен сказал, что наиболее типичным примером этого является Китай. В своей речи он подчеркнул: высокотехнологические биологические технологии позволили Китаю осуществлять генетический надзор. Китай применяет эту технологию к большому количеству уйгуров. Сейчас эта ситуация распространяется на Тибет, сказал он. В последние годы Китай пытается сблизить тюркские республики, и, наконец, один за другим Китай посетят президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Согласно информации на официальном сайте Политического консультативного совета Китая, от 9 мая официальный представитель МИД КНР Хуа Чун по приглашению лидера Коммунистической партии Китая Си Цзиньпиня, президент Казахстана Касым-Чомер Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Узбекистана Шавкет Мирзиёев посетят Китай с 16 по 20 мая с целью заключения различных соглашений о сотрудничестве и всеобъемлющих договоренностей. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с самым высокопоставленным дипломатом Китая Ван И, директором управления Центральной комиссии по международным отношениям Коммунистической партии Китая. В письменных заявлениях Белого дома и Китая сообщалось, что Салливан и Ван встретились 10-11 мая в Вене, столице Австрии. Встреча стала высшим уровнем дипломатических контактов между Вашингтоном и Пекином после кризиса, вызванного входом китайского высотного аэростата в воздушное пространство США в феврале, и министром иностранных дел Энтони Блинкеном отменивший запланированный визит в Китай. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Китай может сыграть важную роль в том, чтобы убедить Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Согласно заявлению МИД Франции, Колонна встретилась вчера в Париже со своими китайскими коллегами, которые находились с визитом во Франции. Напряженность между Тайванем и Китаем растет. По мере того, как Китай расширял свои военные учения вокруг Тайваня, на Тайване проводились учения, посвященные возможному китайскому вторжению. Согласно сценарию учений, дата 26 августа 2025 года. В Тайваньском проливе корабли ВМС Китая готовы к работе, а ракета, принадлежащая китайской армии, попала в квартиру в столичном Тайбэе. Поисково-спасательные медицинские бригады работают над спасением тех, кто оказался под завалами. Американский штат Флорида принял закон, запрещающий гражданам Китая владеть землей в штате. Более десятка штатов США в настоящее время работают над аналогичным законопроектом.